Как ухаживать за престарелыми родителями? А что делать, если у вашей бабушки или у вашего дедушки, или у вашей престарелой мамы или пожилого отца старческая деменция? Как обеспечить здоровое, качественное долголетие? Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с известным врачом Жибек Жолдасовой. Это Азиза Шужеева и мой авторский YouTube-канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых интересных видео. Пишите в комментариях, что вы думаете о болезни деменции. И, конечно же, жмите нам лайки. Мы будем очень рады, потому что так вы стимулируете нас делать больше интересного контента для вас. Добрый день. Здравствуйте, Азиза. Давайте поговорим о такой очень, я бы сказала, табуированной в нашей стране теме, как тема пожилых, престарелых людей, вообще тема дожития. Да? А вот повсеместно во всем мире мы видим, что идет рост продолжительности жизни населения. Конечно. Да, то есть если раньше все-таки 60-65 лет был возраст, да, средний, то сейчас мы видим, что он перешагнул за 75 и приближается к 80. Даже в некоторых странах за 80. И за 80 лет, да. И вот в связи с тем, что вот эта продолжительность жизни увеличивается, как происходит процесс старения в этом периоде? Вот как вообще физиологически происходят эти процессы и с чем может столкнуться человек в этой возрастной категории? Слово «дожитие» оно очень грустное. Да. Вот нельзя это термин так говорить. Такой, да. Термин такой, но как-то он больше стигматизирует, нежели говорит о том, что мы всю жизнь должны быть активны, жизнерадостны, даже и продолжать планы на будущее, несмотря на то, сколько нам лет, даже в 90-100 лет. Да? То есть процесс обучения должен продолжаться всю жизнь, также независимо от возраста. Все зависит от состояния головного мозга. В целом, если брать биохимические процессы в организме, то примерно с 30 лет, плюс-минус 5 лет, да, уже начинаются процессы старения активно. После 35 лет прямо у диетологов, нутрициологов есть рекомендации, что каждые 10 лет наша съеденная тарелка должна становиться все меньше, потому что метаболизм замедляется с возрастом. И, естественно, человек в 80 лет будет кушать намного меньше, чем 20-летний. Это нормально. Но, тем не менее, мы можем продолжать активировать свою жизнь, работу мозга, например, с помощью физических упражнений, физической активности. У нас есть такая невольная ассоциация, что преклонный пожилой возраст – это чуть ли не синоним беспомощности, невозможности ничего делать, отсутствия самостоятельности, такой невостребованности и ненужности. Но это же не так. Я часто привожу в пример одно исследование, которое говорило о том, что среди научных работников, например, самый продуктивный возраст от 60 до 80 лет. Самый продуктивный. То есть, когда опыт предыдущий кристаллизован настолько, что они легко могут делать новые открытия и улучшать жизнь дальше. Но это же здорово. А почему это не у всех так? Значит, нужно равняться на лучших. А почему это не у всех так? Давайте разберемся. То есть есть люди, которые действительно до достаточного преклонного возраста могут работать интеллектуально, выносить определенные нагрузки, а некоторые люди уже с какого-то периода абсолютно не могут справляться ни с интеллектуальными, ни с физическими нагрузками. Почему процесс старения у людей происходит по-разному? От каких факторов это зависит? Много факторов. То есть основной бич продолжительности жизни – это болезнь Альцгеймера. Болезни старости, целая группа заболеваний, которые возникают как раз-таки ближе к пожилому возрасту. Чаще всего болезнь Альцгеймера возникает после 65 лет, но около 10%, то есть каждый 10-й до 65 лет. То есть это заболевание головного мозга, которое характеризуется
прогрессирующим ухудшением памяти и других когнитивных функций. Вот сейчас термин «когнитивные функции», он набирает обороты и начинает более широко пользоваться. И нужно понимать, что не только память ухудшается при болезни Альцгеймера, внимание, мышление, речь, лексикон теряется, бытовые навыки теряются, арифметический счет, планирование, то есть все, что касается обычной жизни, где мы все делаем автоматически, вот это все будет утрачиваться. И к тяжелой стадии заболевания человек полностью утратит навыки самообслуживания. То есть он не сможет ни одеваться, ни кушать, ни сходить в туалет самостоятельно, к сожалению. И поэтому нужно выявлять это заболевание как можно раньше. То есть на сегодня есть поддерживающая терапия. Конечно, 100% мы не вылечим заболевание, но мы можем поддерживать относительно благополучное, комфортное состояние и неплохое качество жизни еще несколько лет. И болезнь на этом фоне будет прогрессировать намного медленнее, чем если это было бы без лекарств. Вот какие методы есть профилактики? Давайте сначала вот для тех, кто, допустим, сейчас находится в таком активном, молодом, зрелом возрасте. Да? Что нужно делать в возрасте 40-50 лет, чтобы, допустим, не столкнуться с заболеванием Альцгеймера в преклонном возрасте? Считается, что с детства надо уже заниматься мерами профилактики. То есть спорт. Да, профилактика связана напрямую с факторами риска. У нас есть 3 немодифицируемых фактора риска, то есть которые мы изменить не можем. Возраст, пол и генетика. Угу. То есть чем старше возраст, тем выше риски болезни. Допустим, в возрасте старше 85 лет это практически уже каждый второй пожилой человек имеет деменцию. Пол у женщин немножко выше. Статистика по деменции, но опять же объясняет это больше тем, что у них ниже распространенность хорошего образования и выше продолжительность жизни. Поэтому встречается чаще. Ну и, наконец, генетика. Есть такой ген аполипопротеин 4, APOE4 в лабораториях. Можно сдать анализ крови, если вы знаете, что у ваших близких родственников точно было снижение памяти, то есть родители, бабушки, дедушки, их родные братья и сестры, то имеет смысл сдать. Особенно если это случилось до 65 лет. Ну, с этими факторами ничего не сделаешь, но даже сейчас говорят, что при наличии гена APOE4, то есть гена болезни Альцгеймера, все равно можно прожить долго и качественно, активно используя меры профилактики. И есть 12 доказанных изменяемых факторов риска, вот которые надо и соблюдать. Это какие? Образование. То есть даже если вы закончили только школу, и не получали после нее образование. Даже если кому-то не удалось закончить школу, у нас, оказывается, в стране очень много таких людей, которые вообще не учились, несмотря на то, что в Советском Союзе кричали «всеобуч, всеобуч». Не было у нас всеобуча, оказывается. Все равно можно всю жизнь чему-то учиться, осваивать новые навыки. И это будет помогать сохранять старые знания. То есть у мозга есть 2 состояния. Он либо развивается, либо деградирует. Если он развивается, то мы будем просто обогащать свои знания постоянно, сохраняя и старые, и новые знания. У нас нет ограничений, как у флешки или у компьютера в памяти. Память пополняется человеческая бесконечно. То есть надо пополнять свое хранилище данных новыми знаниями. Все время. Учить какие-то языки. Играть на музыкальных инструментах, да. шить, вязать, рукоделие, не знаю, все что угодно, осваивать гаджеты, новые технологии, менять профессию. Почему нет? Заведите кошку-собаку, научитесь ухаживать за комнатными цветами или за садом. Это все новые навыки. То есть не останавливайтесь. Да. И это будет защищать. Мозг. Вот первый фактор риска – это низкий уровень образования. Второй фактор – там уже малоподвижный образ жизни. Поэтому нужна интенсивная физическая нагрузка. Но считается, что умеренная физическая нагрузка, умеренная это типа бассейн, танцы, что еще, йога, то есть там, где нет тренажеров, какого-то тяжелой нагрузки, это все умеренные. Фитнес. И вот хотя бы раз в неделю умеренный фитнес уже снижает риски больше, чем на 10%. А интенсивная физическая нагрузка, тренажерный зал, 3 раза в неделю как минимум, снижает риски уже на 28%. То есть спорт. Спорт на первом месте. Да, образование, спорт.
Да. Еще какие меры? Курение. Мгм. Естественно, что никотин, причем курение любое, и обычные сигареты, и электронные, то есть с нагреваемым табаком, они воздействуют на головной мозг. Ну, допустим, последние с нагреваемым табаком не до конца еще исследования, но продолжаются разные эксперименты. Доказано, что никотин, да, не очень хорошо воздействует на головной мозг. Есть, конечно, частичные эксперименты, которые говорят, да, если чистый никотин использовать, он может замедлить болезнь Альцгеймера, но, по крайней мере, пока это еще не до конца доказано. Мгм. Курение – это тоже очень сильный фактор риска, и поэтому, если вы сомневаетесь, бросать или не бросать, то лучше бросать. Мгм. Употребление алкоголя. Конечно, нормы пишут, то есть есть там небольшая норма, что каждый день, допустим, бокал или фужер вина мы можем употреблять. Но в последние 5-7 лет уже появились огромные масштабные исследования, в которых участвовали десятки и сотни тысяч человек, которые показали, что даже минимальный объем алкоголя вреден для мозга. Мгм. Возможно, Всемирная организация здравоохранения будет пересматривать нормы в скором времени. Но надо знать, чем меньше вы употребляете алкоголя, тем лучше. Если стоит выбор выпить, не выпить, лучше не пить. Следующий фактор, там уже хронические заболевания больше, снижение слуха, например. Мгм. То есть каждый орган чувств активизирует определенную область головного мозга. Естественно, если человек потерял слух, риск повышается на 11%. Причем, ну, это вот височные отделы головного мозга, которые отвечают за слух, они уже перестанут работать, потому что раздражители не поступают. Да? Естественно, мозг быстрее начнет уменьшаться в объеме. Но если параллельно с потерей слуха нарастает еще и снижение зрения, например, да, то есть 2 анализатора будут страдать, риски возрастают намного. Появились буквально недавно данные о том, что совместное снижение слуха и зрения повышается риск уже на 86%. То есть человек практически гарантированно в ближайшие годы уйдет в деменцию. А значит, у пожилых людей все, что можно протезировать, надо протезировать. Катаракту, хрусталик меняем, слуховые аппараты носим, да, клапаны в сердце меняем, суставы меняем. То есть все, что можно поменять, надо менять. Слава богу, уровень медицины сейчас позволяет это делать, и в нашей стране это бесплатно. Дальше. Артериальная гипертония, то есть повышенное давление. Очень мощный фактор риска, потому что каждое повышение давления сужает сосуды головного мозга. И считается, что ну, вот целевое давление, как говорят сейчас Всемирная ассоциация кардиологов разных стран, говорят, что целевое давление, независимо от возраста, должно быть 110-120 на 70 на 80. Даже в 80 лет давление должно быть не выше 120. Если выше, значит, надо идти подбирать лекарства. Это защитит. Современные лекарства для снижения давления, для лечения гипертонии сохраняют и защищают нас от деменции. То есть гипертония тоже является Конечно, фактором да, деменции? да. Тем более гипертония – это еще и фактор риска в отношении инфарктов и инсультов. Каждый инсульт – это рубец в головном мозге, да, в течение года образуется. Естественно, на этом фоне мозг тоже будет уменьшаться в объеме. После инсульта это 35% риска, что возникнет деменция. То есть это огромные цифры. Немецкий ученый Владимир Хачинский, невролог, он в 2019 году до пандемии говорил о том, что 90% инсульта можно предупредить. Но это же здорово. Просто нужно чуть-чуть более внимательно начать заботиться о своем здоровье. У нас люди, к сожалению, очень плохо относятся к своему здоровью. То есть чуть ли не каждый второй мой пациент с гипертонией, когда у него спрашиваю, вы лекарства принимаете, он говорит, только когда повышается давление. Нельзя так. Современные лекарства, они рассчитаны на то, чтобы не давать повышаться давлению, их надо принимать каждый день, даже при нормальном давлении. Вы измерили с утра давление, оно у вас 120, принимаете лекарство. Оно не даст подпрыгнуть давлению. Еще один фактор – сахарный диабет, тоже невероятные последствия, потому что мы знаем, да, что есть сопутствующие осложнения диабета в виде ангиопатии сетчатки, то есть когда мелкие сосуды сетчатки, почек, конечности начинают страдать, диабетическая стопа, то есть практически очень трудноизлечимое состояние, у многих ампутируется из-за этого стопа, потому что не заживают ранки у диабетиков. Естественно, без диеты тут никуда. А у нас не любят люди диету соблюдать, а родственники их жалеют. Ну что вы, маме 78 лет,
пусть она себе последние годы ни в чем не отказывает. Но так есть разница. Мама у вас 2 года проживет с этим диабетом и ничего себе не отказывать. Или она проживет еще 15 лет, если вы, наконец, научитесь отказывать. Вот не хотят у нас люди взвешивать риски. Что еще не сказала? Черепно-мозговые травмы тоже повышают риск, и развитие деменции при наличии травм головного мозга ускоряется, появляется на 4 года раньше. Что еще не сказала? Загрязненный воздух. Наша Алмата бедная, да? То есть основной, тоже один из основных факторов риска, причем весь мир благополучно воюет за экологию, почему у нас там в центре Берлина можно дышать как в центре леса, да? А у нас в Алмате это очень печально, и мы до сих пор не хотим этого понимать. А вы знаете, что креативная, инновационная, айтишная среда очень сильно влияет на личную продуктивность и эффективность? Для меня такая среда расположена в самом центре города Алматы, в бизнес-центре и IT-хабе Smart Point. Именно здесь вы можете найти для себя классных друзей, единомышленников, предпринимателей, айтишников, вместе с которыми вы можете создавать классные инновационные проекты. Я выбираю Smart Point. Приходите сюда. А скажите, вот что делать, если, допустим, дети, да, ну вот взрослые люди, заметили у своих пожилых родителей первые признаки деменции, да, ну, допустим, уже начали обращать внимание на то, что как бы пожилой человек, ну, уже очень сильно ощущается его вот эта вот проблема с памятью. Что делать? Вообще, как диагностировать деменцию и что нужно делать? Вот прямо пошагово. Вот как раз-таки легкая стадия заболевания, когда деменция начинается всего лишь с забывчивости, она часто пропускается. И родственниками, и врачами. Причем это общая статистика, что 2/3 пациентов на приеме у врача общей практики деменция остается недиагностированной. Очень печально. Поэтому тема актуализируется, об этом больше говорим, ну и в конце концов обучать надо всех. И информирование населения тоже нужно проводить массовую. То есть не надо игнорировать, если ваш пожилой родитель говорит, что что-то какая-то забывчивость появилась. Она бывает у нас у всех забывчивость, это нормально. То есть мы не выспались, переутомились, в спешке что-то делаем, да, мы можем что-то забыть. Но если у нас это бывает довольно редко, раз в неделю, раз в месяц, ну не чаще, да, и мы все равно находим потом потерянные вещи, ключи, кошельки, сотовый телефон, мы все это находим, да, и обычно в каких-то типичных местах. Столы, сумки, карманы, там, не знаю, тумбочки, еще что-то. Походили по комнатам, ну, посмотрели, где обычно оставили. А вот если вы стали находить свои вещи в странных местах, ключи от машины в холодильнике или в буфете, да, или что-то подобное, или закинули в корзину с грязным бельем случайно, то вот тут надо задуматься, почему автоматические ваши движения, они уже сработали не так. Возможно, это уже как раз началось снижение когнитивных функций. Как это проверяется? Банально. 10 слов выучили, через час попробуйте вспомнить. Норма, минимальная норма 7 слов. Если 7, 8, 9, 10 слов вспоминаете, в принципе, нормально. А вот если меньше 7 слов вы вспомнили через час, надо идти к врачу. Если хотите проверить... Врачу? Вот смотрите, невропатолог. К какому врачу должен отвести своего пожилого родителя человек? То есть, получается, если он видит, что мама или папа стали вот, терять свои вещи и находить их в каких-то, допустим, совершенно неожиданных местах, то нужно брать своего родителя и вести первое сначала на прием к невропатологу. По идее, к невропатологу. Вообще, вот, допустим, Европа, у них уже все это пересмотрено, у них первичная диагностика идет на уровне семейного врача. У меня есть знакомые врачи в Европе, которые говорят, семейные врачи, да, пришел пациент 65 плюс, 60 плюс, мы ему даем тест. Обязательно, независимо от того, с какой жалобой, с какой болезнью пришел человек. Есть группа риска,
Тебе старше 60 лет, будь добр, сначала пройди тест, потом пойдешь сдавать анализы, все остальное. Ну, у нас пока такой системы нет. А у нас, к сожалению, нет. Да. И уже если в этом тесте какие-то огрехи есть, он направляет к невропатологу. Да. У нас, к сожалению, даже невропатологи не все владеют этими тестами и очень часто транслируют пациентам: ну что вы хотите, это старость, это не лечится. Естественно, пожилой человек вынужден развернуться, уйти и непонятно чем заниматься. И в интернете что-то там сам искать в лучшем случае. А так он махнет рукой и скажет: ну, мне 70 лет, нормальная забывчивость. А на самом деле он уже скоро детей не будет узнавать еще через год. То есть как дома можно проверить? Задавайте пожилому человеку конкретные вопросы. Пожилые люди с деменцией прекрасно поддерживают бытовой разговор. Отлично поддерживают. Как дела? Все хорошо. Как дети? Все нормально. И всем окружающим кажется, что все отлично. Но когда вы спрашиваете: мама, сколько тебе полных лет исполнилось? А мама говорит: ну ты же знаешь, что я там 41-го года рождения. Это не ответ. Это значит, что мама уже не может посчитать свой возраст. И поэтому заставьте: мама, а какой сейчас год? Если мама спотыкается и не может назвать год, это тоже уже звоночки. Тем более, если она не назовет день недели, месяц и конкретное число. Без подсказки. У нас еще дети любят подсказывать. То есть на прием ко мне часто приходит семейство, все, да? И когда я пожилого человека тестирую: назовите сегодняшнюю дату, они начинают: мама, ну сейчас же 22-й год, ну что ты забыла? Я говорю: молчать, или я выгоню всех. То есть задавайте вопросы. Потом можно поспрашивать: сколько детей, кто какого года рождения и кому из детей сколько лет исполнилось на сегодняшний день. И если не скажет хотя бы что-то, это уже проблема. Хорошо. Это уже надо лечить. Да, вот отправили к невропатологу, невропатолог, допустим, назначил лечение, или если невропатолог пропустил это лечение, следующее, куда, к какому специалисту мы обращаемся? К невропатологу. К невропатологу, да? Да, смотрите, болезнь Альцгеймера, как и все деменции, это неврологические заболевания. То есть у нас есть такой популярный у невропатологов диагноз — энцефалопатия, дисциркуляторная энцефалопатия, которую они выставляют чуть ли не каждому второму своему пациенту. Да? Это вот как раз преддеменция, начало, когда человек в ближайшие 5-6 лет уйдет в деменцию. Почему в состоянии преддеменции с нарушениями памяти, головными болями, реакцией на погоду, плохим сном и кучей остальных жалоб они ходят к невропатологу, а потом почему-то должны идти к другому врачу? С какой стати? Невропатолог их должен вести и дальше. Но если болезнь не лечить, если пациента привели ко мне уже на выраженной или тяжелой стадии, то, конечно, там уже будут психические осложнения. Но это не психическое расстройство, это осложнение из-за того, что либо диагноз неправильно поставили, либо лечили неправильно. Если назначить лекарство вовремя и вовремя выявить пациента на легкой стадии заболевания, у него не будет психических осложнений. Либо они будут очень поздно и очень мягкие, невыраженные, которые можно вовремя предупредить. А так, конечно, я опять же часто говорю и врачам, и родственникам объясняю, что психиатр приходит по двум причинам. Либо бабушка, дедушка начали за родственниками гоняться с топором, а таких случаев очень много. Я утрирую, это не обязательно топор, это может быть просто агрессия, да, обвиняют окружающих в воровстве, в попытке отравить, забрать имущество. То есть появился бред стойкий, да? Особенно страшно, когда в семье кто-то выбирается конкретной мишенью. Сноха, сын, неважно кто, племянница, которая часто приходит, и целенаправленно говорится: человек вещь свою куда-то запрятал далеко в шкаф, да, и говорит: она украла. А потом находится вещь, и все равно скажет: подложила. Не нашлась вещь, а подложили мне вещь. То есть это уже все, это уже плохо, это уже к психиатру надо компенсировать. Но и без невропатолога не обойтись, потому что базовое лечение деменции должен назначить невролог. И потом уже, даже когда ему психические осложнения купировали, сняли, он все равно возвращается к невропатологу. У нас пока этого не хотят понимать. Со мной так дико спорят, яростно на эту тему спорят, но доказать не могут. Хорошо, а вот как обеспечить быт
если уже пожилому родителю поставили диагноз деменция? Вот что нужно, какие нужны, там, я не знаю, обеспечить безопасность, какие меры нужно, вот как, скажем так, окружить вот этого пожилого родителя, маму или папу, бабушку или дедушку, заботой, и чтобы все-таки этот период проходил при наличии лечения, чтобы он проходил более мягко, скажем, для всей семьи. Все-таки это же как бы стресс и для других членов семьи. Опять же, мы привыкли ждать ситуацию, да? Вот когда пожилой человек будет в деменции, мы начнем думать, а что же нам делать? На самом деле, вот в этом году вышел новый отчет, обзор о том, как ухаживать за пациентами с деменцией, обеспечить постдиагностическую поддержку всей семьи. Обсуждать эти вопросы надо задолго до того, как появилась деменция. Лет в 50-60 вы уже должны говорить детям, как вы хотите, чтобы за вами ухаживали, если вдруг у вас появится деменция. Угу. Кто у нас это делает? Никто, к сожалению, да? Все ждем момента. Когда момент, честно говоря, это уже поздно. Ну хорошо, хорошо, вдруг вот сейчас, появилось. Вот давайте сейчас разберем. Вот 50 лет человек, допустим, он знает, что у него есть в анамнезе, скажем так, родственники с деменцией, он там сдал анализы, в принципе, хотя он ведет поддерживающую, значит, заботится о своем здоровье, поддерживает, нормальный образ жизни ведет. И вот что ему сказать своим детям? Вот я даже не представляю, как этот действительно разговор организовать. Да, что он должен сказать? Какие он должен выставить требования к своим детям, чтобы они ему потом их обеспечили? Во-первых, решить вопросы юридического характера. Это в первую очередь. То есть имущество. Напишите хотя бы завещание, пока вы в своем уме и в ясной памяти. Да? Просто распределите, кому что уйдет. Жуткие истории появляются, когда уже человек с деменцией, а на нем куча имущества, какие-то машины, квартиры, земли, там, дачи, еще что-то. И начинается в семье драка. Родные люди, которые жили все вместе много лет, готовы друг другу перегрызть глотку. Угу. И, естественно, когда вот такое состояние у родственников, у детей возникает, никому нет дела до человека, до родителя с деменцией. Вообще никому. Все будут просто перепихивать. У нас же есть вот художница, да, Ансаган Мустафа, вот у нее хорошая картинка. Дети, когда маленькие, 3 года, моя мама, нет, моя мама. А когда им 60 лет, а маме 80, да, твоя мама, нет, твоя мама. Эту картину мы видим, к сожалению. Вот, имущественные вопросы. Затем определяемся, есть ли у семьи средства на содержание пожилого человека с деменцией. Если нет, пора собирать. Многие пожилые люди, ну вот если есть возможность, они собирают на свои похороны, да? Угу. Но надо собирать не на похороны, а вот на жизнь, которая вдруг там, мало ли, инсульт произойдет, инфаркт произойдет, на тяжелую болезнь, и потом уже на похороны. Создавайте капитал. У многих семей этого капитала нет, и, к сожалению, семья часто вынуждена кого-то из своих членов семьи увольнять с работы и заставлять сидеть с родителем. Потеря дохода идет, человек стаж работы теряет, и его пенсия, когда дойдет его очередь, будет минимальной. Да? Навыки он потеряет, и потом уже через несколько лет, много лет после ухода родителям, сможет ли он устроиться и найти себе конкурентоспособную работу. Большой вопрос. Это все надо обсуждать. У нас, к сожалению, в Министерстве труда и соцзащиты завис вопрос с индивидуальными помощниками. Устно, как мне сказали на словах, этот вопрос остался на решение МСЭК, комиссии по оформлению инвалидности. Но у нас, во-первых, пожилым людям отказывают в оформлении инвалидности. Якобы вам, пенсионерам, зачем нужна инвалидность? Вы за свои заслуги получаете пенсию. Если вы хотите инвалидность, у вас вашу трудовую пенсию отберут якобы, и вы будете получать копейки по инвалидности. На самом деле это не так, это дезинформация. Я не знаю, откуда она идет, намеренно идет, возможно, в медицинских учреждениях, просто чтобы не возиться с процедурой оформления инвалидности. Трудовая пенсия пожилым людям сохраняется,
И в зависимости от обстоятельств, от группы инвалидности, возможно, к этой трудовой пенсии еще в пределах 5000 что-то добавится. То есть люди, специалисты пользуются тем, что население просто не информировано об этой части и не дают инвалидность. Я понимаю, сейчас будет кошмар. И если мы пожилым людям начнем оформлять инвалидность, по предварительным подсчетам у нас около 200 тысяч человек в стране страдает деменцией. Просто они все сидят по домам, предоставленные сами себе и своей семье. И никто с этим несчастьем им не помогает. 200 тысяч инвалидов в стране, это огромная нагрузка на бюджет, да? Я понимаю, что не готовы, но надо же об этом думать. Сейчас надо просчитывать шаги на будущее. Сколько у вас предстоит инвалидов пожилых? 5-8 лет средняя продолжительность жизни, значит, еще 5-8 лет инвалидность будет. И часто это первая группа инвалидности, потому что с выраженной стадией заболевания, болезни Альцгеймера, человек уже не может проживать один. Он уже не справляется с бытом. Он уже не приготовит себе кушать, потому что забыл, как это делается. Он уже легко может и поджечь дом, и затопить соседей, все что угодно. Он не сможет самостоятельно принимать лекарства, потому что память не позволяет это делать. Он не помнит, что надо пить лекарства. А если и помнит, получается передозировка. То есть пожилой человек зашел на кухню, как это происходит, да? Принял таблетку, сделал круг по дому, забыл, пришел на кухню, принял еще таблетку, и еще круг по дому сделал, принял третью таблетку, это передозировка. А сколько у нас вызовов скорой, тоже часто об этом говорю, и Горздрава говорила, и Минздраву писала. Вот в состоянии болезни Альцгеймера пожилой человек 20 раз в день способен вызывать скорую помощь. Скорая помощь не имеет права отказывать в звонке. А это перерасход бюджета. Приехала бригада, померила бабушке давление. Ну, там, если повышенное, дала таблеточку, сделала инъекцию, что-то такое, да, уехала. Бабушка опять круг по дому сделала, забыла, что скорая приезжала, но знает, что у нее гипертония. Звонит опять. И так 20 раз в день. Почему не обследуют эти случаи? У нас только один рецепт. Дают разгон скорой и поликлинике за то, что пациент вот в таком состоянии. Кроме разгона и карательной медицины в отношении специалистов, медиков у нас ничего нет. Я не боюсь об этом говорить. Я работала в этой системе, я знаю, как это выглядит. К сожалению, так. Ну вот это вот то, что мы должны подготовить, допустим, заранее, перед своей старостью, да? Да. А что делать, если уже, ну, как мы говорим, уже постфактум, да? Вот сейчас это случилось, и не у всех есть возможность получить качественную медицинскую консультационную помощь, особенно в регионах. К сожалению, вот, да. К сожалению, да. Вот что делать, если вы видите, если уже выставлен такой диагноз пожилому родителю? В первую очередь решать, опять же, юридические вопросы. Собираете семейный совет, распределяете имущество. Тихо, молча, мирно. Как это должно быть? Да? Затем решить вопрос, где будет жить пожилой человек с деменцией. Желательно оставить его в том месте, где он жил последние годы. Потому что обстановка сохраняется, предметы мебели, интерьера, это все узнаваемые вещи. Любая смена обстановки – это тяжелый стресс для человека с деменцией, и что может спровоцировать дальнейшее прогрессирование и ухудшение состояния. Если же все-таки не получается оставить пожилого человека, кто-то из детей решает забирать, либо оформляете в пансионат, либо там еще что-то, да, максимально старайтесь сохранить тот интерьер или взять с собой те старые 100-летние шторы, 100-летнее покрывало, не знаю, еще что-то, чтобы маме было спокойнее, маме, папе, бабушке, дедушке, да, потому что знакомые вещи, они обеспечивают спокойствие. Это надо учитывать. Обязательно дома должен быть человек, ответственный за прием лекарств. Потому что, опять же, напоминаю, что человек не способен в состоянии деменции сам принимать лекарства. Утром выдали порцию, в обед выдали, вечером выдали. То есть все, что положено, вам нужно давать. Конечно, с врачами советуйтесь по поводу того, чтобы минимизировать количество лекарств. Это обязательно. Для пожилого человека универсальна формула: чем меньше лекарств, тем лучше.
Только то, что необходимо. Давление снижаем, сахар снижаем, антидементные препараты даем. Все остальное там, ну, по состоянию, по наличию других хронических заболеваний. Все, что можно отменить, лучше отменить. БАДы лучше не давать. У нас любят горстями пичкать БАДами. Неизвестного происхождения, неизвестного состава. К сожалению, БАДы – это не лекарственные препараты. Количество и качество содержимого никто не перепроверяет. И чрезмерное количество БАДов, часто их употребление, просто дает очередной токсический эффект на головной мозг, от чего пациенту становится еще хуже. Что в отношении там, питания или, допустим, каких-то физических нагрузок или занятий каких-то? Конечно, питание разнообразное. Больше овощей, фруктов, мяса можно, меньше мучного. Особенно если диабет, конечно, диету соблюдать обязательно. Насчет занятий. Нужно обязательно сохранять бытовые навыки. То есть пожилого человека не ограждаем от домашней работы, а наоборот привлекаем ко всей посильной домашней работе, ну, в зависимости от стадии заболевания. Если это легкое, кушать готовим, дом убираем, цветы поливаем, садом занимается, на прогулки выходим, собаку выгуливаем, то есть все. Вы просто со стороны контролируете, ну, если нужно, в чем-то помогаете. Старайтесь помогать как можно меньше, потому что чем больше вы будете старать опекать пожилого человека, тем быстрее он растеряет свои навыки и будет быстро прогрессировать заболевание. На средней стадии заболевания, конечно, функции уже будут ограничены, но тем не менее, картошку чистить даем, салат порезать даем, что там посуду помыть даем, мелочь стирать руками обязательно, то есть свое белье, там что-то такое, да. Посильную, пылесос в руки дали, пусть ходит по дому, прибирает дом. Огромная проблема с мужчинами у нас в стране. Они категорически отказываются заниматься домашними делами. То есть у нас есть такое, да, деление: женская работа, не женская работа. Вот наши мужчины четко знают, что это женская работа, они делать ее не будут. Это неправильно. Поэтому бывает, что у мужчин прогрессирует намного быстрее. Ну, просто им нечем заняться. Им нечем, они не хотят это делать. Ну, нет уже плотницких работ уже в квартирах. Да. Насчет плотницких работ там, или инструментов, с началом болезни Альцгеймера родственники так и говорят, а он перестал. Раньше мастерил все. И розетку починит, и утюг починит, и фен, и все что угодно починит. Сейчас даже отвертку в руки не может взять, потому что уже не понимает, как ей пользоваться. К сожалению, болезнь Альцгеймера забирает все знания, которые человек приобретал за свою жизнь. Вот. Самое главное – сохранять бытовые навыки. Не говоря уже про одевание, чистку зубов, кушать. Все это должен делать пациент сам. То есть родственники, родные должны просто терпеливо, спокойно относиться, обеспечить такую комфортную, спокойную среду, чтобы был и регулярный прием лекарств, и в то же время не ограничивать, чтобы вовлекать по максимуму в какую-то работу, чтобы человек руками работал. Да. Ну, вы правильно сказали, общение занимает прям отдельное место. То есть дети часто не хотят принять болезнь у родителей, и они начинают на них кричать, повышать голос, упрекать за то, что она ничего не помнит, да? Требовать: мама, только что я тебе это говорила, вспомни, ну почему ты не помнишь? Бесполезно это говорить. Нужно родственникам понимать, чем спокойнее и ласковее вы общаетесь со своим родителем с деменцией, тем ниже риск психических осложнений в виде нарушения поведения, агрессии, нарушений сна и бреда. То есть от того, что вы поругали пожилого человека, он не запомнит ваши слова и не сделает так, как надо. Но он запомнит эмоции, и раз за разом негативные эмоции будут накапливаться, он поймет, что к нему плохо относятся, но не будет понимать, по какой причине. И рано или поздно включится бред. Меня хотят отравить, убить и так далее, и так далее. А это будет направлено на членов семьи. То есть вы сами себе роете яму, когда агрессивно относитесь к больным пожилым людям.
Здесь нужно понимать, что отношение к человеку с деменцией должно быть примерно как к 2-летнему ребенку. Вот он спрашивает 100 раз на день, почему? Вы 100 раз на день спокойно должны ответить, почему. Потому что болезнь такая. Это не мама такая стала, это не папа такой стал, вредный, капризный, да, и так далее. Это болезнь съедает его память, его воспоминания, его личность. И он не сможет вспомнить, что происходило. Скажите, Жибек, а вот на государственном уровне что нужно сделать, чтобы, как вот мы в самом начале говорили, чтобы у нас не было термина «дожитие», а чтобы был термин у нас «качественное долголетие»? Да. Во-первых, нужно просчитать риски в отношении деменции. Я уже не говорю про другие хронические заболевания, они там худо-бедно, в принципе, ведутся, да? Но самое дорогое заболевание в мире – это болезнь Альцгеймера. Огромные средства уходят на то, чтобы компенсировать экономику всех стран по лечению этого заболевания. Население у нас растет, пожилого населения тоже становится все больше, и мы уже перевалили за 10% порог, за 7% порог, когда население любой страны считается стареющим. Мы уже страна со стареющим населением. А значит, риски в отношении старения надо просчитывать заранее. Сколько у нас в стране может быть людей с деменцией, да? Сколько потребует оформления инвалидности, что вы можете предоставить по медико-социальной части, потому что даже если оформится инвалидность, у нас всего лишь одна услуга предоставляется пациенту. Это предоставление подгузников и все, больше ничего. Реабилитации нет, специальных учреждений для того, чтобы занимались с пациентами с деменцией нет, обслуживающего персонала, сиделок, нянек нет, ничего нет. Это огромная дыра, огромный провал. 200 тысяч населения страдает деменцией, сферы обслуживания нет, сферы социальной защиты нет. Я понимаю, да, это огромная нагрузка на государство, но лучше ее просчитывать, чем сваливать на семью. Потому что если государство свалило на семью, потери будут намного больше. Это будет потери в виде потери экономики. Да. То есть налоги потеряются, да, доходы потеряются, безработных будет больше. Потому что часть населения будет, вот 200 тысяч населения как минимум будет ухаживать за своими родственниками. К сожалению. То есть врачей надо обучать, программу создавать по обучению, выявлению когнитивного снижения. Это делается просто. Причем это можно делать и не врачам. Медсестры, соцработники, психологи, полный штат поликлиник сейчас. Их всех можно обучить применять скрининговые тесты. Ничего сложного в этом нет. Любой школьник может это делать. А потом уже предоставлять врачу, и уже врач будет более детально уточнять диагноз. Это все можно делать, почему-то не делается. Спасибо большое, Жибек. Вот в завершении, если у вас вот есть такая возможность сейчас обратиться к тем, кто будет смотреть это интервью, что бы вы сказали в завершении нашей сегодняшней беседы нашим казахстанцам? Как достойно прожить свою старость? Учитесь делать долгосрочные планы. Учитесь планировать свое старение тоже, для того, чтобы жизнь была качественной. Учитесь ответственно подходить к своему здоровью, и многие заболевания будут вам не страшны. Azizah.